Выходи! Плотно забаррикадировать. Аннулировать будут. Социнвестбанк не будет существовать. В понедельник, когда Социнвестбанк закрылся, его клиенты надеялись по техническим причинам. Но в обещанный день в среду офисы так и не открыли. Руководство просит у клиентов еще несколько дней. Сейчас только мне звонил мой рабочий и говорил, когда у нас зарплата будет. То есть сейчас у меня не только зарплата останавливается, может быть, зарплату я как-то могла бы с ними договориться, потому что наши люди уже привыкли к этому. Но сейчас у нас еще останавливается предприятие, потому что мне ни ГСМ не купить, как говорится, не заправиться, ни командировочные выплатить моим рабочим. В последнее время банк активно собирал деньги с населения и почти не занимался кредитованием. Пассивный фонд – 10 миллиардов рублей – все это депозиты жителей региона. Ну, как-то процент, вот трехмесячные, начиная с декабря, по-моему, делали 18, делали, ну, вот пожилым через 3 месяца, значит, из расчета 18% годовых. Сейчас, правда, 13, вот, последний раз 13, но это тоже неплохая же сумма. Есть версия, что банк разорили специально. Недавно его учредители отдали крупную сумму в долг вот этим организациям, которые, получив средства, обанкротились через несколько дней. Соответственно, и займ теперь вернуть не могут. В Социнвесте образовалась финансовая дыра. Очень сомнительны те операции, которыми занимался в последнее время банк, поскольку кредитование осуществлялось не с точки зрения целесообразности своего банка, а, вероятно, преследовало какие-то иные цели. Но я думаю, что, вероятно, и определенные органы разберутся, собственно говоря, с сутью этих операций. Владелец рухнувших банков Анатолий Мотылев – бизнесмен со стажем. В его послужном списке, как написано во многих СМИ, уже есть одна обанкроченная финансовая группа. И он давний деловой партнер Сергея Тоболина, который год назад возглавил Социнвестбанк. Тогда в коллективе башкирского отделения начались проблемы, говорят сослуживцы. Многие уволились, якобы не выдержав отношения начальника к подчиненным. Очень даже большое количество вкладчиков имеется, там свои вклады держат. Поэтому я полагаю, что не совсем это правильным будет. Они должны были поставить в известность во всяком случае. И на сегодня у школе такая паника началась, должны были выйти и в открытом эфире всем объяснять, разъяснительную работу какую-то вести. Социнвестбанк региональный. Как уверяют экономисты, его дефолт никак не отразится на финансовом самочувствии республики. В случае банкротства застрахованные средства клиентам вернут. Однако люди все равно находятся в растерянности. Многие остались без зарплат, пенсий, социальных пособий. А банкиры продолжают скрываться от них за железными заборами и тонированными стеклами дорогих машин. Извиняться, по всей видимости, никто не собирается. У меня это все деньги есть за свою жизнь. Потому что мне нужна операция была. Я занимал, вот положил. Нам казалось, что где-то эти события происходят в Москве, в больших этих кругах. А когда касается нас, коснулось, конечно, неприятно. В понедельник, 3 августа, топ-менеджеры обещают открыть двери банка. По крайней мере, так написано в их записке, обращенной к клиентам. Но в это, кажется, уже никто не верит. Сегодня у финансовой организации есть два пути. Это либо санация, когда банк наполняют деньгами, и он продолжает работать. Хотя возникает большой вопрос, кто на это пойдет. И отзыв лицензий. Тогда структуру признают банкротом. Юлия Тюсина, Расуш Гимарданов, Ильгиз Бермухаметов и Артур Елаев. Башкирское спутниковое телевидение. Новости недели.